Дорогие рукодельницы, здравствуйте, добрый день вам всем. Смотрите, выходит новый мастер-класс, посвящен детским вещам, но это я не буду говорить, как валять, как вот такие рисунки наносить. Я хочу вам этот мастер-класс посвятить всем переделкам. У меня вот эта курточка очень давно на полке лежала, я все никак не знала, как ее переделать. Потом, вот смотрите, я как сделала. Я вышила вот такую каемочку, тесемочку. Все вот эти все узорчики я вышила, выделила, покрасила орехом, кожурой ореха и сделала вот такие петельки необычные. Если девочка, то с этой стороны, если мальчик, с этой стороны застегивать будет. И, в общем, эта курточка трансформер, она очень хорошая, красивая, удобная, теплая. Это мастер-класс посвящен тому, как можно использовать войлок, вязание и вышивание. Будьте с нами, подпишитесь на наш канал Каркас, рекомендуйте другим, нажмите на лайк и напишите комментарий. Привет, друзья, дорогие мои. Смотрите, в прошлом году я осенью валяла вот такие курточки-кимоножки. Вот это вот, если так, то девочка может носить, если так, то мальчик. В общем, трансформер. И у меня вот эта курточка осталась. И как-то она вот осталась, вроде и неплохая, но никто на нее внимания не обращает. И я решила ее переделать. И этот мастер-класс будет посвящен переделкам. Как можно апгрейдить, обновить, немножко сделать стильно, использовать вязание, использовать вышивание. И я вот сейчас буду камеру включать, выключать, показывать, как я буду пошагово изменять эту курточку. Будьте с нами, посмотрите этот мастер-класс. Давайте я буду работать, а потом буду потихоньку включать камеру и показывать вам пошагово. Дорогие мои рукодельницы, смотрите, я уже пришла к этому этапу, вот такому. Я все вышила, вот рисунок полностью я выделила, теперь видно, рисунок виден. Сейчас, пока я в этом состоянии, его трогать не буду, рисунок, я теперь вот эту часть полностью буду рукавчики в порядок приводить, вот воротничок, все здесь в порядок буду приводить, все обрабатывать здесь, все прошивать. Ну, в принципе, эти остались только вот обделка осталась. Пряжей все обделаю. И потом следующий этап работы я включу, вам еще раз покажу. Дорогие мои, смотрите, я вот потихонечку вам буду показывать этап. Я обработала все краешки вот обработала специально, вот прям связала, не поленилась. Вид очень такой хороший получился. И смотрите, оставила специально рукавчик, чтобы показать, как я делаю набор петель. Чтобы вот таким набор вот таким красивым был, вот таким вот красивым, нужно делать следующее. Просто стежками и иголкой вот здесь вот прошиваем. Так, вышивку такую делаем. И все, это подготавливаем. Я немножко здесь уже связала. Здесь у меня крючок сейчас. Смотрите. Я что делаю? Первое время я беру крючок из этой петли вытягиваю петлю, беру накид, петля, накид, петля, делаю накид, здесь опять петля. И вот так вот я крючком делаю набор петель. Делаю набор петель и спицами это все обратно на спицу насаживаю. Вот так вот я насаживаю на спицы. Вот. Насаживаю на спицы и так подготавливаю петли, которую буду вязать. Еще вот смотрите, я его вязала до определенной высоты.
Потом здесь зубчики сделала. Вот зубчики в обязательном порядке покажу, как делать. А обратно уже закрепила петли вот в этой стороне и прошила. Зашила, просто зашила. И все. И она у меня получилась плотной, двойной. И здесь также. И вот смотрите, с внутренней стороны вот такая часть, вот где мы набор делаем, вот, она остается между двумя полотнами. И вот уже здесь она аккуратная. Смотрите. Видите? Вот так вот можно сделать. Получается очень аккуратненько. Я сейчас буду набор докончу, свяжу, сошью вот так вот. И потом в следующем этапе я хочу вам показать, как покрасить кожурой ореха. Я хочу экологически такой чистой эко куртку сделать, потому что это ребенок, химические краски не хочу использовать. И у меня есть кожура от грецкого ореха, и я его сделаю, покрашу. И еще вот пуговички. Здесь я сделала специально такие петельки красивые. Вот. Просто ниточку, тесемочку так между зубчиками так провела. Узелочек такой красивый сделала. И все, она будет такая вот. Раз застегнула и все. Ничего сложного. Ну, для ребенка можно. Вот такие вот петелечки делать. Вот, пожалуйста, забавные. И с этой стороны, потому что это же кимоношка, правильно? С внутренней стороны застегивается, с этой стороны застегивается. Тепленькая, очень красивенькая. Следующий кадр я вам покажу уже, как красить. Уже покрашу, потом вот это все сварится еще в мантышнице, и она приобретет такой вот плотный такой ткань. Она у меня хорошо свалена, но я все равно ее сварю. И вот нитки вот эти все приваляются хорошенько, прям вот одно единое полотно будет. Вот тут еще подтянется, ну, в общем, рисунок еще лучше станет. От того, что мы войлок это горячим утюгом на пару гладим, она только приобретает еще лучшее качество. И все. А тут я его еще сварю, я его покрашу, а потом еще на пару в мантышнице хорошо сварю. И она закрепится, и краска закрепится, станет такой красивой, и курточка приобретет качество. Поэтому давайте я сейчас выключу камеру, и уже в следующий раз, когда буду красить, я вам покажу. Я пришла к тому моменту, когда я делаю зубчики. Смотрите, как зубчики делают. 2 петли вместе и накид. 2 петли вместе и накид. Вот смотрите, 2 петли вместе, накид. 2 петли вместе, накид. 2 петли вместе, накид. 2 петли вместе и накид. Вот. И получается вот такой рисунок. Вот смотрите, видите? И сейчас я высоту еще столько свяжу, и потом можно на ту сторону можно будет оборачивать. И все, тут ничего сложного, это очень красиво. Давайте я буду вязать, а потом еще вам покажу. Дорогие мои рукодельницы, я довязала второй рукавчик. Довязала, я хотела вам показать, вот смотрите. Видите, вот где накид был, вот он дырочки имеет. Когда это все подгинаешь, она приобретает вот такие зубчики. Вот. Это приобретает зубчики. Я сейчас иголкой буду насквозь прошивать и закреплять. Вот манжетку закреплять буду. И все, и манжеточка закончится, а осталось только покрасить. Дорогие мои, смотрите, я пришла к такому моменту, когда сварила отвар из кожуры. Вот, видите? Это снаружи грецкие орехи, вот на дереве, когда растут, у них вот такая кожурка бывает. Она прям йодом пахнет. Я ее высушила, приготовила. И вот когда вот такие моменты бывают, я использую ее для покраски шелка. И вот смотрите, я сейчас что делаю? Беру шприц. Вот, набираю краску и рисунок выделяю.
основной рисунок я выделяю, чтобы показать, ну, выделить, чтобы. Вот здесь будет темнее, а вот в этой части он все равно перейдет, станет светло такой коричневый. Сверху же я постелила маргеланский шелк, а шелк все равно краску себя примет. Просто когда маргеланский шелк сухой, он неравномерно красится, что хорошо очень. Когда мокрый, равномерно красится. А сейчас у меня здесь вот поверх полотна маргеланский шелк, который сухой. И вот он, вот здесь будет темнее, здесь будет светлее. Вот так вот, если покрасить, фон вот таким белым не будет. Фон будет светленьким, светленьким. Вот смотрите, вот здесь видите фон, вот вокруг вот этого рисунка светлый, вот точно такой фон будет. И тем он и будет прекрасен. Смотрите. Давайте я буду красить, а потом, когда я закончу, я его заверну в пакет и в мантышницу. Внутри пакета он еще вакуум будет, там он вообще еще двойнее закрепляться будет. И, в принципе, рисунок вот такой будет. Но вот прям сильно такой темный не будет, он все равно посветлеет. Но даст, будет какой-то эффект. Вот, смотрите. Мне самое главное, чтобы шелк покрасился. Такой необычный оттенок, чтобы у него был. Я его потом полностью покрашу, и после того, как из мантышницы выну, я вам еще раз покажу. Дорогие мои рукодельницы, вот смотрите, вот он, куртка кимоно закончилась. Пришла к своему завершению, и мастер-класс пришел к своему завершению. Смотрите, я его, видели, да, орехом красила. После этого я его в мантышницу, вот еще пуговица осталось пришить. Мантышницу, после мантышницы я его на пару, 50 минут на пару я его прям хорошенько пропарила, завернула в пакет и на пару. Потом из пара, когда я его вытащила, я уже вынула, когда из мантышницы, я его на холодную стирку еще на 20 минут айны добавила, чтобы если краска здесь какая-то останется, чтобы она смылась. И вот, пожалуйста, в принципе, она пришла к своему завершению. Я сейчас ее погладила, а осталось только пуговички пришить. И все. Вот он мастер-класс, как можно переделать те проекты, которые как вам сказать, не имели законченный, может, вариант, может, что-то там неправильно сделали. И вот, смотрите, какая кимоношка. Вообще отличная получилась кимоношка. Курточка такая, ребенок в нем не замерзнет, в одной футболочке может носить, и на платьишко, и на брючки. У нас национальные такие чапанчики делают. Это и называется, я просто куртка кимоно называю, но в принципе это наш национальный чапан. Это куртка, которую мы детям одеваем. Мастер-класс пришел к своему завершению. Напишите комментарий, подпишитесь на нас, рекомендуйте нас другим и нажмите на лайк. До следующих мастер-классов.